В Назрани сотрудники МРСК выявили случаи кражи электроэнергии. Способы для этого, как выяснилось, разные. Кто-то самостоятельно прокладывает к дому коммуникации, а другие устанавливают специальную розетку, чтобы в любой момент можно было отключиться или подключиться к сети. С целью снижения потерь электроэнергии сотрудники МРСК провели рейд. Об этом в материале Светланы Томовой. В Назрани с утра и до вечера вот уже третий день сотрудники Ингушэнерго проводят рейд по выявлению неплательщиков. Только по одной этой улице Гекала долг составляет свыше 130 тысяч рублей. Но представители МРСК сегодня здесь не только по этой причине. Все дело в том, что в поле зрения жители этой улицы попали из-за низкого потребления электроэнергии. А это означает, что свет крадут недобросовестные потребители. Все данные с интеллектуальных и приборов учета с удаленным опросом поступает в филиал, где проводится анализ именно вот этих приборов учета, выявляется потребитель с потреблением менее 50 киловатт потребления электроэнергии. Эти анализы проводятся ежемесячно. Наши счетчики позволяют в течение онлайн-времени осуществлять опрос всех приборов учета и выявлять недоучет именно тех приборов, где энергопринимающее устройство намного выше, чем ту потребленную электроэнергию, которую показывает их прибор учета. Практически в каждом доме установлены приборы учета нового типа. Умный счетчик автоматически передает все данные в офис МРСК, что значительно облегчает жизнь как абонентам, так и самим работникам МРСК. В функциях счетчика есть и оповещение о незаконном подключении. Более точнее невозможно придумать. Мы знаем, сколько вошло, сколько вышло через счетчик и сколько счетчик сам посчитал. Сейчас на данный момент 50% недоучет на приборе учета. Это получается хищение? Это хищение, да. И таких нарушителей десятки. Большинство хозяев этих домов незаконно подключаются к электросетям, отмечают сотрудники МРСК. С такими потребителями здесь не церемонится, сразу отрезает от электроэнергии. И в каждом доме, куда стучатся члены рейда, либо никого нет, либо жена, либо сестра или мать, которые ничего в этом не понимают. А всеми вопросами подобного рода занимается хозяин, но его невозможно застать дома. Да и это только полбеды, делится инспектор с бытового отдела. Мы сталкиваемся с такими проблемами, когда мы заходим в двор, даже нас неохотно встречают. Неохотно встречают и огрызаются некоторые, и даже не смотрят, какой у них долг на сегодняшний день стоит, не проверяют. Хотя бы месяц-два, один раз они приходили бы, сверялись бы с нами свои показания счетчика, у них был бы порядок. Но я не скажу, хотя бы не полностью хотя бы оплачивали, хотя бы частичная у них была бы оплата, у них на сегодняшний день вот этого долга не было бы. Абукар Гудантов один из тех, кто каждый месяц своевременно оплачивает все коммунальные услуги. По его мнению, это обязанность всех, кто пользуется такими благами, как свет, газ и вода. Вот я ежемесячно занимаюсь своими платежами. Месяц оплачиваюсь 2000 рублей. А если бы я не буду платить 10 месяцев или 12 месяцев, у меня получится 20 тысяч, 25 тысяч в год мне надо будет оплатить. Поэтому я думаю, это очень своевременная оплата, это со всех сторон это удобно. Представители МРСК призывают жителей республики производить оплату вовремя. Такие рейды будут продолжаться до тех пор, пока ситуация с платежами в регионе не стабилизируется. Они предупреждают, просто закрыть дверь перед работниками коммунальных служб – это не выход. Ведь завтра можно остаться без света, газа или воды. Светлана Томова, Хавай Жгойгов. Новости 24.